смотрела робко девушка, солистка, с безмолвным восхищением в глазах. Актриса ей казалась неземною, с ее улыбкой, голосом, лицом, не человеком, высшим божеством, на землю к людям, посланным судьбою. Шло божество вдоль узких коридоров, меж тихих костюмеров и гримеров, и шлейф оваций, гулки, как прибой, незримо волочила за собой. И девушка вздохнула. В самом деле, какое счастье так блистать и петь, прожить вот так хотя бы 2 недели, и, кажется, не жаль умереть. А божество в тот долгий вешний вечер в большой квартире с бронзой и коврами сидела у трюмо, сутуля плечи и глядя вдаль усталыми глазами. Отшпилив, косу в ящик положила, сняла румянец ватой не спеша, помаду стерла, серьги отцепила и грустно улыбнулась. Хороша. Куда девались искорки во взоре? Потухший рот и ниточки седин, и это все, как строчки в приговоре, подчеркнуто бороздками морщин. Да, ей даны восторги, крики бис, цветы, статьи, любимая артистка. Но вспомнилась вдруг девушка, хористка, что встретилась ей в сумраке кулис. Вся тоненькая, стройная такая, 2 ямки на пылающих щеках, 2 пламени в восторженных глазах, и как весенний ветер. Молодая, наивная, но как она смотрела, завидуя. Уж это ли секрет? В свои 17 или 20 лет, не зная даже, чем сама владела, ведь ей дано по лестнице сейчас стрелой взметнуться в сарафане ярком, дано увидеть свет таких же юных глаз и вместе мчаться по дорогам парка, ведь ей дано открыть 1 000 000 чудес, ракетой броситься в бассейн. Дано краснеть от первого букета, читать стихи с любимым до рассвета, смеясь бежать под ливнем через лес. Она к окну устало подошла, прислушалась к журчанию капели, за то, чтоб так прожить хоть 2 недели, она бы все, не дрогнув, отдала. А мы тем временем напоминаем, что сегодня с нами работают профессиональные фотографы из фотостудии